прямом эфире работает программа «Новости». В студии Лузя Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. В России наступил день тишины. Все избирательные комиссии на избирательных участках присутствуют, работают, обрабатывают бюллетени. Практически подводят последние итоги подготовки к выборам. Страна готова к единому дню голосования. С благодарностью из Сирии. Поддержка регионального общественного фонда для нас очень важна. Когда от сирийского народа отвернулись все, мы получили помощь из Чечни. В Грозный прилетела генеральный секретарь Сирийской национальной молодежной партии Бервин Ибрагим. Международные битвы на чеченской арене. Грозный готовится к крупным спортивным состязаниям. В России наступил день тишины перед выборами. Акции, митинги и любая агитация в СМИ запрещены. Это делается для того, чтобы люди могли сделать выбор без давления извне. Завтра, 18 сентября, избирается новый состав Госдумы, десятков региональных парламентов и муниципальных советов. Выбирают также глав 7 субъектов федерации, в том числе и Чеченской Республики. Подробности у Седы Сапаровой. На этом избирательном участке под номером 411 уже готовы объявить полную готовность. В коридоре среднеобразовательной школы номер 5 уже установлены урны. Кабинки зашторены плотной тканью, а на стенах свежеотпечатанные плакаты с информацией о кандидатах. Сотрудникам комиссии осталось только вручную пересчитать порядка 13 тысяч, пока еще не заполненных бюллетеней. Члены участковой комиссии у нас занимаются сейчас обработкой бюллетеней, избирательных бюллетеней Госдуму. Ставят печати, наклеенные марки, ставят 2 подписи, чтобы бюллетень не смогли подделать. Только на этом участке ожидается порядка 2500 избирателей. Инвалиды и лежачие больные также смогут отдать голоса за понравившихся кандидатов и партию. Для них законом предусмотрено голосование вне избирательного участка. Инвалиды, постельные больные будут выезжать на дом, и они будут у нас голосовать. Вот у нас есть переносные ящики. У нас на участке голосуют глухонемые, поэтому у нас будет сурдопереводчик. Будут переводить, и переводчиком будут голосовать у нас. Сегодня представители избиркома отслеживают готовность всех избирательных участков к завтрашним выборам. С ходом подготовительных работ здесь ознакомился руководитель избиркома Умар Байханов. Серьезных нарушений выявлено не было. Уже известно, что на каждом участке будут присутствовать по 4 наблюдателя от каждой политической партии. Чеченская Республика подготовилась к этим выборам. Все избирательные комиссии на избирательных участках присутствуют, работают, обрабатывают бюллетени. Практически подводят последние итоги подготовки к выборам. У нас 4 партии. Это партия Роста, Справедливая Россия, Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Они за 3 дня до дня голосования предоставили территориальные избирательные комиссии, и практически все 4 партии уже выставили своих наблюдателей во всех избирательных участках. Всего их 1796. Уже завтра более 680 тысяч жителей региона, обладающих избирательным правом, смогут определить вектор дальнейшего развития региона. С 8 утра до 8 вечера на территории Чечни будут работать 468 избирательных участков. Большинство из них откроются в школах и в зданиях районных администраций. Сделать свой выбор смогут и подследственные. Объявить 100% готовность уже сейчас готовы и в Гудермесском районе. На 47 избирательных участках завтра ждут более 80 тысяч избирателей, а пока члены комиссии занимаются подсчетом и оформлением бюллетеней. Нам была проведена работа по оповещению избирателей о предстоящем дне голосования. Наши участковые комиссии раздали приглашение для всех избирателей, прописанных в районе. К выборам практически готовы не только в центральных, но и отдаленных районах республики. Так, например, на избирательных участках в Шелковском районе ждут около 32 тысяч избирателей на 26 участках. Из них 540 человек получили избирательное право впервые. Это лица, достигшие 18 лет. А в высокогорном Шаройском районе к обеду уже все бюллетени были подсчитаны, а списки избирателей уточнены. Всего проголосовать смогут 1802 жителя района. Чтобы отдать свой голос, в республику возвращаются даже те, кто находился за ее пределами. Настроение праздничное,
از مالقت خز دو دام ولا خز خاشت قانا شورت ناخ بو حال بور بوش خز لخرا شي خز عينا حلقينا برابيسن برق شا غوخش دوچرا حاول شين بول ليرن خاشت حور شاورق سون تا مثلا تكون تريجل شنوغري ونعمل بولجناغن سون سنتيم бу сон ist праздничная атмосфера тхон мы все собираемся прийти на выборы. Хочу режима ОК Шавега и будем голосовать за достойного кандидата. Всего было отпечатано более 3 миллионов бюллетеней. Количество достаточное, чтобы определить, каким хотят видеть Чеченскую Республику ее жители. Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте избиркома Чеченской Республики, выбрав адрес своего проживания. Седа Сапарова, Хаважи Мунаев, Магомед Ламаркаев, Изнаур Зорбеков и Дани Хавхаров. Новости. Представители наблюдательного совета намерены в единый день голосования посетить все районы республики. Сегодня прошла встреча участников мониторинга. Омбудсмен Нурдин Ухажиев проверил подготовку автотранспорта и средств связи, а также согласовал маршруты передвижения. Чеченские общественники и правозащитники в первую очередь будут следить за соблюдением прав граждан. Наблюдательный совет проведет мониторинг организации выборов и будет принимать жалобы и заявления участников избирательного процесса. Для этого 18 сентября открывается горячая линия. Телефон доверия будет работать в течение всего дня. В Грозный приехала генеральный секретарь Сирийской национальной молодежной партии «За справедливость и развитие». Первин Ибрагим встретилась с президентом регионального общественного фонда имени первого президента Аймани Несиевной, чтобы выразить благодарность за поддержку народа Сирии и передать послание от ее жителей. Благодаря ее благотворительной деятельности жители, пострадавшие из-за военных действий, уже долгое время получают гуманитарную помощь. Подробности у Ларисы Джабраиловой. Первин Ибрагим представляет Сирийскую молодежную партию «За справедливость и развитие». Гостья из Сирии подчеркивает, благодаря работе регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова тысячи жителей ее страны обеспечены продуктами питания, одеждой и медикаментами. Это уже второй визит Ибрагим в Грозный. Однако посетить музей имени первого президента Чечни в тот раз ей не удалось. Сегодня экскурсию для нее провел вице-президент фонда Зиад Сапсаби. Поддержка регионального общественного фонда для нас очень важна. Когда от сирийского народа отвернулись все, мы получили помощь из Чечни. Во время священного месяца Рамадан фонд ежедневно обеспечивал ифтаром 25 тысяч сирийцев. Также благодаря Аймани Кадыровой тысячи беженцев смогли совершить жертвоприношение в праздник Ид-аль-Адха. От всего сирийского народа хочу поблагодарить за помощь президента фонда Аймани Кадырову и главу Чечни Рамзана Ахматовича. Эта встреча – главная цель визита Первин Ибрагим в нашу республику. Увидеть президента регионального фонда Аймани Кадырову и передать слова благодарности от сотен тысяч сирийцев. Кроме того, в дар от пострадавших в ходе военных действий Ибрагим передала Аймани Несиевне экземпляр священного Корана. Специально для нее священную книгу выполнили вручную арабские женщины, чьи родственники погибли в ходе войны. قطعات أنتقش وما تقش شيء دويتش مكشمش قي وبور بوقتها يعني أتو بوقتها مصر من ده قطعات أزلا مكوقتها. Впервые за годы гражданской войны жители осажденных городов и районов Сирии смогли спокойно отметить главный религиозный праздник мусульман. В преддверии Ид-аль-Адха общественный фонд имени Кадырова подарил верующим жертвенных животных. Хотя праздник зачастую проходит среди развалин, торжество получилось достойным. Когда мы раздавали мясо, были люди, которые на протяжении 5 лет не видели, не знали, что такое продукт мяса. Мы эту помощь раздавали практически по всем городам Сирии. Мы впервые дошли до лагерей беженцев на территории Ливана. Мы там смогли оказать помощь более 25 тысяч вынужденных переселенцев. К празднику Ид-аль-Адха жители сирийских городов получили из Чечни более 3000 голов жертвенных животных. Это почти 170 тысяч килограммов мяса. Кроме того, благодаря общественному фонду Кадырова в Алеппо в скором времени появится медицинский центр, где беженцы смогут получить квалифицированную помощь. Лариса Джабраилова, Санета Тутаева, Ислам Расуев. Новости.
В предвкушении позитивных изменений семья Исраиловых готовится переехать в просторный дом. Он возводится за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента. До сих пор малоимущая семья была вынуждена ютиться в старом вагончике, непригодном для проживания. Когда об их тяжелой ситуации стало известно руководству региона, строительные работы начались незамедлительно. Хадижа Гугуева продолжит. Шум, техники, рабочие и гости из правительства. Такой внезапный переполох явился настоящим праздником для Ирисхановых. 4 года многодетная семья проживала вне всяких удобств, ютясь в маленьком вагончике. Он служил кухней, спальней и гостиной. О проблеме семейства стало известно президенту регионального общественного фонда Аймане Кадыровой. Главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и руководителем регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне Кадыровне было дано поручение проверить жилищно-бытовые условия семьи, проживающей в поселке Ирс. Значит, после проверки выяснилось, что действительно данная семья с несовершеннолетними детьми, с 5 детьми проживает в фанерном домике в 25 квадратных метров, не имеет никаких условий, не имеет дохода, чтобы построить либо приобрести себе новое жилье. Узнав об этом, руководителем фонда Аймане Несиевне Кадыровой и главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем было дано поручение, выделены средства для постройки нового дома и дано поручение в кратчайшие сроки построить дом. После завершения строительства большая семья переедет в большой просторный дом. Хозяйка в предвкушении уже думает о его внутренней отделке и с особой признательностью отзывается о главе республики. قزيكي كميسيايا اتن حاجة حاجتهمو أصلويشكا عشدو حاجتهون غدرنا خلا درهي تلس مسيت شرع وخشوعة تويت بالقاش حوسن ديريس خيلتان وزين دلوخن دال شي دار مالي لاشتك رمزان كديرو ناديك دوستو عتينا ديريس دال دقوا قوالا. План дома разрабатывали с будущими хозяевами. Учли все пожелания семьи Ирасхановых. Рабочие обещают, что возведение жилья не займет много времени и ждут приглашения на новоселье. Хадижа Гугуева, Расул Мусаев и Магомед Шатаев. Новости. В Шаройском районе продолжаются масштабные работы по восстановлению муниципалитета. С каждым днем он приобретает новые очертания. Здесь возводятся социальные, культурные и образовательные объекты. Изменениям подверглись фасады домов, обновляют и дороги. О позитивных изменениях высокогорья расскажет наш корреспондент. После того, как 2016 был объявлен годом Шаройского района, здесь были начаты работы по восстановлению и реконструкции всего муниципалитета. Сейчас уже многое завершено и проводятся субботники по очистке дорог и прилегающей территории. Проезд по дорогам Шаройского района часто бывал блокирован оползнями и камнепадами. В связи с этим были проведены масштабные подрывные работы горной породы и расширение проезжей части. И уже в ближайшие дни, после того, как тяжелая техника будет переброшена в Шатойский район, начнется асфальтирование проезжей части, начиная от Шатоя до башенного комплекса в селе Шарой. В районном центре в селе Химой уже завершили строительство детского садика, а также заасфальтировали улицы. Рабочие теперь возводят стену в старинном стиле, используя камни, которыми богат район. Мы восстановление района каменные, вот эти заборы, каменный болх будет хамбеш. В данное время каменная работа делаем мы. Здесь до конца где-то 150 метров заборю. Для оползников, чтобы оползня не было, землю. И горолат дадак здесь. Эта лицевая сторона будет очень красиво смотреться, кладка. Будет очень красиво сделано. И дальше, короче, вот так продолжается. У нас бригада 10 человек. Вот так Бог бешит постоянно, 2 смены работаем. Также завершен ремонт мечети и реставрация объектов культурного наследия. Построенный дом культуры и больница. Сейчас уже ведется работа по установке декоративных заборов. Я работаю в этом районе, устанавливаю заборы, декоративные, сварочные заборы. С работой я справился, порученную мне работу я полностью выполнил. Я думаю, жители сами оценят качество моей работы. Тем более район этот уникальный, красивый, Шароевский район, Шаройский. Я родом сам отсюда. И для этой красоты, естественно, мы должны тоже создавать красоту своими рабочими руками. В районе проведена масштабная работа по восстановлению и постройке новых зданий инфраструктуры. Помимо этого оказана помощь и в ремонте частных домовладений. В Шаройском муниципальном районе, значит, проведены очень большие работы. Это по замене кровли частных домовладений непосредственно. Это коснулось всех дворов. Заменные крыши,
окна, двери. У кого фактически стоял когда-то забор, сделано ограждение. Также у нас на сегодняшний день построены 2 садика, 2 дома культуры, больница и многие другие объекты у нас ведутся капитальный ремонт. На сегодняшний день все приезжие подчеркивают, что Шаройский был район и так самый красивый горный район. И благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу, Герою России, Шаройский район приобрел более красочный вид. И, как видите, алхамдулилlah, красота. Значимость такой поддержки отмечают и сами жители. По их словам, за последний период весь Шаройский район приобрел новый облик. Школы, клубы, садики, асфальт были, кертистойна, еще внимание, инахтуем, дерез, уайлх, пачан. دلعوق شو دخولك ديناتها إرمزان دو حرفين شان صاخليات سويت لرتون هنز إن شاء الله بيتش إيميل الريوان إتسين واش إكرت أسفلت مصهم تون بيركتانو ديريز خيلك تون أتبتشعنا جو دخولك ديتخوت مصو مسكتشنا دوك دياليتو دوك حاستيتو مصو شا ميلفر جو سمق دالوق أقبل ديريز خيلتون. Совсем скоро Шаройский район станет туристическим центром. Эти места, кроме своей природной красоты, богаты и памятниками культуры, что будет интересно для приезжих гостей. Изнаур Заурбеков, Мансур Сааев и Луиза Юнусова. Новости. Как сделать качественный светодиодный прожектор при минимальных затратах? Этим вопросом задались в Грозненской мэрии. Для того, чтобы решить проблему с быстрым выходом из строя осветительных приборов на улицах города, а также максимально сэкономить на электроэнергии, городские власти привлекли инвестора, который совместно с предприятием Грозэлектросети начал сборку собственных прожекторов. Розана Цамаева о новом освещении столицы. Когда на город опускаются сумерки, на его улицах зажигаются свыше 20 тысяч светоточек. Для обеспечения их бесперебойной работы круглосуточно трудятся 2 бригады Грозэлектросетей. На случай чрезвычайных ситуаций – 1 резервная. Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются специалисты, связана с быстрым выходом из строя обычных ламп накаливания. С целью модернизации сетей уличного освещения городские власти решили заменить их на светодиоды, которые отличаются большей яркостью и меньшим энергопотреблением, что позволяет значительно сэкономить городской бюджет. Наш продукт является вот этот светильник, который выдает 17 600 люминов при потребляемой мощности 120 Вт всего лишь. Это по сравнению с лампами ДНАТ в 2 раза экономия электроэнергии. А по сравнению с остальными светодиодными светильниками, которые производятся в России и установлены у нас в республике, экономия электроэнергии 30-40%. Преимущество наших светильников заключается еще и в том, что они дешевы в обслуживании именно из-за отсутствия этой драйверной системы. Предприятие Грозэлектросети, наладив совместную работу с коммерческой компанией, начал сборку светодиодных прожекторов, срок эксплуатации которых достигает 100 тысяч часов горения или 10 лет непрерывной работы. Для сравнения, у ламп накаливания этот период в 100 раз меньше, у люминесцентных ламп в 10. Светодиоды корейского производства спокойно переносят любые изменения природы. Модель снабжена специальным резистором, защищающим платы от электропомех и колебаний напряжения в сети. При грозе, которая была на прошлой неделе при порывах ветра, наши светильники показали себя очень достойно. В то время как ДНАТы, обычные лампы, которые у нас висят красного цвета, у них от силы грозовых помех или коротких замыканий были места, где перегорали эти драйвера. Светодиодные прожекторы местной сборки значительно дешевле, чем в других регионах страны. Свое желание сотрудничать с грозненскими электрическими сетями уже выразили отечественные и иностранные специалисты. Пока они собирают в сутки около 50 ламп. С увеличением числа заказов возрастут и объемы работы. Данная модель отличается мягким насыщенным цветом, приятным для глаз. Технические решения, примененные при проектировании прожектора, являются инновационными
и впервые на юге России внедрены в Чеченской Республике. Данной моделью уже заинтересовались, значит, польская компания, значит, профильное ведомство Республики Крым. И, безусловно, это должно быть интересно и в соседних республиках. Продукция, которая наиболее отвечает требованиям современного города, как в техническом, так и, безусловно, в ценовом сегменте. Сейчас специалисты Грозэлектросетей устанавливают светодиоды собственной сборки на улице Шерипова. В ближайшее время модернизация уличного освещения коснется ряда центральных улиц и проспектов Грозного. Это позволит не только существенно снизить нагрузку на электросети, но и значительно повысить освещенность территорий. Ну, во-первых, безопасность движения дорожного. Во-вторых, эстетический вид и красота города. Если для эффективной работы натриевых ламп необходимы высокая стабильность напряжения питания и оптимальная температура, отклонение от которых может привести к сокращению срока службы и светоотдачи, то с установкой новых прожекторов соблюдение этих условий станет необязательным. Розана Цамаева, Дагмара Касаева и Луиза Юнусова. Новости. CG IT School. Под таким названием при ЧГУ открылся инновационный центр. Здесь любители объемных изображений будут обучаться 3D-технологиям, анимации и игровой индустрии. На торжественную церемонию открытия прибыли студенты, педагоги и будущие учащиеся. Тинатин Музашвили о новом учебном учреждении. 3D-анимации, разработка игр и программирование Java в действии. Каждый желающий в инновационном центре обучения сможет освоить технологии 3D и моделирования. Аналога такой школы нет на Северном Кавказе. Эта школа, на самом деле, является логическим продолжением всей деятельности как и технопарка Чеченского государственного университета, так и теперь проектного офиса НТИ Чеченского государственного университета. Мы уже довольно продолжительное время выстраиваем инновационную инфраструктуру, экосистему, и, естественно, у нас есть результаты такой, скажем так, инвентаризации, да, тех знаний, которые есть в республике и среди молодежи, и оказывается, что на самом деле в республике не хватает специалистов именно самых передовых технологий. В центре обучения будут заниматься по 10 направлениям, таким как анимация персонажей, Android-разработка, базовые курсы Java, 3D-визуализация и даже подготовка к ЕГЭ. В зависимости от тематики курсы будут длиться 3, 6 и 9 месяцев. Принять участие в учебном процессе могут не только школьники и студенты, но и любители IT-технологий. Тренеры и учителя сами прошли специализированную подготовку. Теперь они передают знания талантливым молодым людям. Прежде всего мы ориентируемся на то, чтобы учащийся не просто получил какой-то багаж знаний, да, какие-то навыки, но чтобы он мог сразу быть вовлечен в процесс разработки каких-то реальных проектов, то есть будь то мультфильм, будь то игра или какой-то бизнес-проект. Вот, и чтобы он мог сразу создавать что-то свое и на этом же проекте оттачивать вот именно свои полученные знания и свое мастерство. Создатели школы в будущем планируют расширить направленности. В центре образования появятся такие курсы, как нейроинтерфейс, разработка роботов и искусственного интеллекта. Тинатин Музашвили, Хаважи Мунаев, Ислам Расуев. Новости. Новая база отдыха для детей появится в Сержень-Юрте. Здесь ведется строительство детского оздоровительного лагеря. Он сможет принять более 300 человек. В круглогодичном комплексе будут созданы все условия для комфортного пребывания и отдыха. Зураб Центроев продолжит. Бревно к бревну. И вот уже появились очертания первого домика на месте строительства детского круглогодичного оздоровительного лагеря. В таких срубах будут жить и отдыхать школьники во время летних каникул. Всего этих домов здесь будет 6. Там предусмотрены санузлы, душевые, комнаты отдыха. Это основная фишка этого лагеря. Они экологически очень и привлекательный вид, во-первых, и экологически чистый материал. Поэтому решили, что для детей жилые дома будут из деревянного сруба. Строительный процесс в окрестностях Сержень-Юрта идет полным ходом. На нескольких гектарах развернется целый комплекс сооружений. Административные блоки, столовая, 2 крытых и 1 открытый бассейны, жилые корпуса, амфитеатр, мечеть, спортзал и множество спортивных площадок. Ход работ в очередной раз проверил министр труда. Мохмад Ахматов отметил, что этот детский лагерь станет одним из лучших на Кавказе.
Гурхазлагер элодут основная позиция акцента и нагородила из него в политическом плане долг плюс виза, да, хватит поручений. Говорил задание именно на высшем уровне лагеря элодут. По словам строителей, первый этап уже пройден. Закладка фундамента из железобетонных подушек завершена. Сюда же подведена и линия электропередач с установкой трансформатора. Идет процесс возведения нижних этажей. Уже к началу следующей летней оздоровительной кампании лагерь должен принять первую смену школьников. Зураб Центроев, Возраил Ларсанов и Дауд Куруев. Новости. Республика готовится к празднованию Дня чеченской женщины. Торжественные мероприятия в районах уже проходят. В Курчилое, чтобы поздравить виновниц торжества, собрались сотни людей. Здесь перед зрителями выступили артисты и творческие коллективы. В Шелковском также чествовали прекрасную половину. Для женщин исполнили музыкальные композиции и подарили цветы. Не обошел стороной праздник и Ачхой Мартан. В отделе МВД поздравили сотрудниц. На торжественном мероприятии присутствовали представители власти, общественного совета, ветераны, матери и вдовы погибших сотрудников. Правоохранителям вручили цветы и благодарственные письма. Артисты Дома культуры представили концертную программу. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню чеченской женщины, прошло и в Доме культуры имени Эсэмбаева в селении Старые Оттаги. В своем обращении глава администрации Грозненского муниципального района Бекхан Хасеев отметил весомую роль чеченских женщин в нашем обществе. Вдовам и матерям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, вручили цветы и конверты с деньгами от фонда Кадырова. В актовом зале Исламского университета имени Кунтахаджи также поздравили прекрасную половину. Богословы отметили роль женщин в исламе. Все работницы вуза получили букеты цветов и ценные подарки. Каждую субботу и воскресенье жители Грозного ждут с нетерпением. В выходные дни на проспекте Путина всегда много людей, которые приходят целыми семьями. Нередко здесь можно встретить и гостей из разных уголков страны. Звучит музыка, проходят выставки и спортивные шоу, работают рестораны и кафе. Сегодня к жителям на проспекте присоединился и Рамзан Кадыров. Глава республики пообщался с гражданами и сфотографировался с собравшимися. Грозный готовится к финальным поединкам международного турнира по смешанным единоборствам Гран-при Ахмат. Он пройдет уже 4 октября в спортхолле «Колизей». На состязаниях спортсмены будут бороться за чемпионские пояса, пока бойцы проводят активные тренировки. Их посетил и наш корреспондент Магомед Ламаркаев. Кроссфит – один из видов физической подготовки бойцов клуба «Ахмат» перед финалом Международной лиги по смешанным единоборствам WFCA. Круговая тренировка, в которой спортсмены выполняют определенный комплекс упражнений за минимальное время. Она направлена на развитие сразу нескольких качеств, таких как сила, выносливость и ловкость, включая в себя элементы тяжелой атлетики, гимнастики и кардио. Тренировку по кроссфиту можно назвать одной из лучших в развитии общей физической подготовки. Для овладения этой системой необходимо иметь не только желание, силу воли и терпение, но и опытного тренера. Зелимхан Гайрбеков работает в бойцовском клубе «Ахмат» со дня его основания и знает об ахматовцах буквально все. Он отмечает, что комплекс упражнений подбирается исходя из возможностей спортсмена. Поэтому они во время тренировок разделены на две группы – легковесов и тяжеловесов. У нас сейчас такая стадия, более взрывная работа сегодня была направлена. Больше биомеханические движения, подходящие к бою, такие движения, можно сказать. Все зависит от состояния бойцов. Просто мы их не перегружаем и следим за пульсом, ЧСС, сердечное сокращение, чтобы не превышали. И, соответственно, восстановление за определенное время. В тренировках в Гудеримянском спорткомплексе принимают участие и два финалиста. Одноклубникам Абубакару Вагаеву и Беслану Ушукову 4 октября предстоит выйти в октагон друг против друга в полусреднем весе. Оба бойца заслуженно вышли в финал, выиграв в 2 поединках. Противостояние продлится 5 раундов по 5 минут. Несмотря на то, что спортсмены в жизни являются друзьями, они отмечают, о товарищеском характере боя и речи быть не может. Мы ничем не рискуем, так сказать. Пояс останется у нас в клубе. Самое главное сейчас нам хорошо подготовиться, хоть друг против друга, но все равно мы друг от друга ничего не скрываем, в одном зале тренируемся. Мы покажем очень хороший, достойный бой. Надеюсь, весь бой и все 5 раундов мы проведем в стойке. Самый тяжелый бой в карьере дальше. С одноклубником там была до центра тренировок, я постоянно ачту. Но даже до хода с гран-при он начинает, даже ну уже то финале ваш самистр уй. В этом целом, но поезд саду, Ахмат поезду просто поезд за точно поезд сабе мадати, оуз две штуки, спорт туара, точно болбу,
Тренировки продолжатся вплоть до финала. За неделю до поединков бойцы приступят к сгонке веса. Пока физическим состоянием и настроем спортсменов тренеры довольны. Ну а кто получит заветный пояс Международной лиги WFCA, станет известно 4 октября. Магомед Лаваркаев, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. Чеченские дзюдоисты также готовятся к масштабным соревнованиям. Уже в конце этого месяца состоится международный турнир по дзюдо среди юниоров, посвященный памяти Турпала Али Кадырова. На участие в нем в республику съедутся спортсмены из разных уголков мира. Подробности у Изнаура Заурбекова. С самого утра спортсмены начинают свою тренировку. Известные дзюдоисты, чемпионы олимпиад и турниров мирового уровня проводят свои подготовительные сборы в стенах школы высшего спортивного мастерства. По словам главных тренеров и самих спортсменов, Чеченская республика – гостеприимный регион. И здесь есть хорошие условия для успешных тренировок. Мы уже 3-й раз у вас в гостях. 3-й раз говорит о том, что нам здесь нравится. Мы преследуем сразу несколько целей. Одна из целей для того, чтобы ребята у вас в республике могли, не выезжая, заниматься со сборной страны, с самыми высококлассными спортсменами, которые на сегодняшний день у нас есть. И также это очень полезно и для сборной, потому что, если вы знаете, для единоборств очень важно разнообразие манер и уровней спаррингов с теми, с кем мы здесь занимаемся. Уровень видим, как поднимается у чеченских борцов. И благодаря тому, что поддержка очень хорошая в республике, сильно развиваются ребята, все условия отдаются им, чтобы показывать хороший результат. Для чеченских спортсменов это отличная возможность набраться опыта у именитых дзюдоистов России. Ведь совсем скоро им предстоит принять участие в международном турнире по дзюдо среди юниоров памяти Турпала Али Кадырова. Для наших ребят это большой плюс и набор опыта. У нас буквально на днях пройдет международный турнир Турпала Али Кадырова. И на этот турнир это будет очень полезная подготовка. И в последующем, до конца года, у нас будут проходить международные турниры, первенства России. И к этому это большой стимул. Наиб Умаров за 12 лет спортивной карьеры становился призером российских турниров, Кубка Европы и не раз побеждал в региональных состязаниях. Сегодня он готовится к предстоящему первенству. По словам спортсмена, тренировки по стандартам олимпийцев дают полезный опыт. Олимпийский сборная тренировки, уверенность была, опыт уйдет, как тренировки, шабяк, как тренировки, Подобные сборы олимпийцев проходят в республике не в первый раз. По словам представителей Федерации дзюдо, это доказывает, что наш регион является хорошим местом подготовки к турнирам мирового уровня, а также способствует повышению интереса к спорту среди молодежи. Это уже стало традицией проведения данного сбора в нашей республике. 3 года назад эксперимент хотел сделать Эцио Гамбас, главный менеджер сборной страны. Провели в Грозном сбор, им очень понравилось. Теперь ежегодно, уже традиционно, в республике проводится учебно-тренировочный сбор. Также сборная России на данном турнире ведет подготовку к Гранд-шлему, Кубку Европы и Кубку мира. Приехал в республику, состав более 80 человек. Это старшие тренера, это врачи, это спортсмены, которые подготавливают функциональную подготовку. Наши ребята с ними тренируются, получают большую пользу. Уже 21 сентября начнется международный турнир по дзюдо среди юниоров. И наши спортсмены уже готовы бороться и защищать честь Чеченской республики. А подготовительные сборы олимпийцев республики продолжатся до 27-го. Изнаур Заурбеков, Шамиль Саламов и Лени Хавхаров. Новости. В Грозный вернулись бойцы клуба кикбоксинга «Ахмат» Абдулла Аюбов и Саламу Джамалханов. Они выступили на прошедшем турнире «Сильная Россия». Аюбов дрался в финальном бою гран-при соревнований в весовой категории до 60 килограммов. В финальный поединок и пояс чемпиона он уступил решением судей Тимуру Надрову. Также рейтинговый бой провел и Саламу Джамалханов. Он выиграл у Игоря Торяника единогласным решением судей. Подготовка чудо-керов, алло, войцаю турнира на подготовке аж Болгария, нирта, подсовеч, турнир, войцер турнир, камаяля, хох турнира, подготовка Сайган и Цаны, тренера, Сайган Жумалдина, Гелрейс Хилсуна, законно подготовки нир. Соперник, боя, соперник Диквор, но войцел Вольхадер.
Президент Федерации кикбоксинга Республики Мухаммад Амин Ахмадов отметил, что результаты спортсменов – это только начало молодого, но довольно амбициозного клуба кикбоксинга «Ахмат». За столь непродолжительный промежуток времени, как у нас сформирован кикбоксинг-клуб, Федерация кикбоксинга, за счет того, что главой нашей республики, Герой России Рамзан Ахмадов созданы все условия для развития, для достижения больших побед, наши спортсмены уже начали показывать хорошие результаты. И в конце выпуска напомню, в связи с проведением выборов завтра в сетке вещания нашего канала произошли некоторые изменения. Корреспонденты информационной службы будут информировать вас о ходе голосования в течение всего дня. Первый выпуск новостей выйдет в эфир в 8:30 утра. Полную картину дня можно будет узнать из итоговых выпусков. А на этом все. Спасибо, что были с нами, и всего вам доброго.